мы же не будем, да, сегодня на улице снимать, пожалуйста. Все готовы, все на старте. Сейчас Лиза там себе сахарку намешает. Труба, у вас крутой гример. Небось, еще столько денег платите ему. Друзья, всем привет! Сегодня мы решили провести интервью с Раимбековой Гульзат. Вы узнаете о том, что такое хорика, как хорика познакомилась с Kyrgyz Friends и что же нового ожидает людей в сфере развития культурного туризма и в целом туризма. Давайте же поздороваемся с Гульзат. Здравствуйте! Здравствуйте, Марго. Добро пожаловать. Спасибо большое. Спасибо, как ваши пришли. дела? Спасибо, хорошо. Все отлично. Начинаем наше интервью? Начинаем. Пошлите. Отырғаннан кейін сұраш керек-то. После того, как сели, настроились. Пару слов о себе, чтобы имели представление наши слушатели о том, кто вы такая. Ну, во-первых, да, спасибо большое, что пришли. Я вас очень долго ждала. Меня зовут Гульзат Раимбекова, я являюсь руководителем. У нас есть и ассоциации, а также есть ОСО Хорика Плюс. Ассоциация Хорика Клуб называется. Хорика Плюс — это журнал. Это журнал, который издается уже более 10 лет для ательеров, для рестораторов. Там больше такие и научные статьи, и для бизнеса, то есть идеи, которые они могли бы воплотить в жизнь. Этот журнал проводит и премии, и выставки, и форумы, то есть по этому... Чикашки. Ну, то есть по версии журнала проводятся и премии, церемонии награждения, проводятся форумы, выставки, то есть делается все, чтобы наше гостеприимство в Кыргызстане развивалось еще больше. Отлично. Как вы встретились с Kyrgyz Friends? Ну, на самом деле это долгая история. Когда мы встретились впервые, это было в Караколе. Мы встретились с одним из ваших представителей, и там была просто как идея озвучена о том, что есть такого рода проект, и нас очень заинтересовало, потому что цель данного проекта и нашего журнала одна, да, получается, для того, чтобы развивать именно гостеприимство и помогать предприятиям развиваться в данной сфере. И далее мы уже в Бишкеке начали искать именно встречи, искать именно тех, кто занимается по туризму в данном проекте. Вот потом мы встречу также здесь организовали с вашим руководством, и это была очень такая приятная встреча. Мне что понравилось, то что мы четко поняли друг друга с первой же встречи, четко обозначили весь фронт работы, и то есть дальше мы уже начали работать, то есть это не затягивалось надолго. Вы проехали с нами вот по всем 10 селам. Можете рассказать, в чем именно заключалась ваша работа? Именно моя работа заключалась в том, чтобы дать основу, дать понимание вообще не только гостеприимство, то, что у нас в крови у кыргызов, а именно то гостеприимство, которое нужно давать или показывать гостям из-за рубежа. То есть рассказывать, какие там есть, какая разница между гостями, вообще как нужно подготовиться ко встрече именно такого вида туристов и гостей. То есть мы не говорим это клиенты, мы говорим это гости, а понимание у кыргызов гости это вот наши гости, да, и вот поэтому здесь нам нужно было дать понять именно разницу и вообще, что требует иностранный турист. Какое село вам запомнилось больше всего? Больше всего, ну вот по всему Кыргызстану, действительно, благодаря вам, мы объездили весь Кыргызстан. Мне все села очень понравились, и в каждом селе у меня осталась частичка моего сердца, потому что каждое село было очень открыто, и каждое принимало нас со всей радостью. Действительно, были люди настолько открыты,
чего не хватает, конечно, в городе при таком нашем бешеном темпе. Но и в то же время самое запоминающееся явилось село Кызылбиит, потому что я о нем не устаю рассказывать друзьям после того, как я там побыла. Наверное, я в день по 2-3 раза рассказываю и провожу аналогии, анализирую, и каждый раз мне всегда интересно мысленно возвращаться туда, мысленно возвращаться к этим людям. Чем именно вам запомнился Кызылбиит? Запомнился аутентичностью своей, запомнился людьми. Люди настолько открыты и настолько мотивированы, потому что я ни в одном месте Кыргызстана, ни в одной точке Кыргызстана, кроме данного проекта, у меня есть еще очень много проектов, по которым я ездию именно по Кыргызстану, по регионам. Это разные села всегда, но ни в одном селе я такой высокой мотивации не видела. Люди озвучили свою мотивацию, озвучили то, что они находятся в этом селе, хотя многие говорят, зачем они там живут, да, вот я даже сегодня общаюсь с людьми, они говорят, ну зачем париться, да, и оставаться там, если там ничего нету, никакой инфраструктуры, зачем, люди не понимают, но когда я там побывав и пообщавшись с местными жителями, я поняла, насколько важна вот эта мотивация, насколько важна цель именно развития туризма у них, и почему они именно за туризм так ухватились и хотят развивать, чтобы остаться в этом месте, чтобы оставить детей в этом месте. Так как молодежи там практически нету, они хотят, чтобы молодежь приехала, снова вернулась в село и начали работать именно по туризму, развивая туризм там. Молодежь — это не только вот подростки и вот только женившиеся, да, то есть многие выше там 30 лет, они уехали в Россию, допустим, до 30 лет, или школьники, либо учащиеся, они тоже там не живут, и поэтому у народа, который там живет, очень высокая цель, чтобы оставить это место, чтобы это место процветало, и в будущем там жили их потомки. Вот вы бы остались жить в Кызылбиите? Мне нравится туда приезжать, мне бы хотелось туда вернуться, чтобы отдохнуть, там действительно отдыхает душа, вот эта аутентичность, вот сам переезд достаточно очень приключенческий и в то же время где-то экстремальный, и душа отдыхает, расслабляется, и ты там видишь то, что здесь не наблюдаешь. Вот. Я бы туда вернулась отдыхать, но жить действительно очень сложно. Это, наверное, надо было мне родиться потомком именно рода Кызылбиита, допустим, именно того рода, который там живет, чтобы понимать вот эту ценность. Тогда бы, возможно, я бы там жила. А вот из 10 сел всех, где бы вы скорее остались жить? Ну вот из всех сел, каждое село по-своему уникально. У каждого села есть своя уникальная легенда, история. И вообще, на самом деле, я как городской житель, и когда сравниваешь сельскую жизнь с городской жизнью, конечно, очень огромная разница. Но и в то же время, ни на что не смотря, я бы смогла жить в любом из этих сел, но вернулась бы, наверное, в лесное. И в лесном бы хотела бы жить, потому что там и природа, и инфраструктура, и там источники. То есть можно и наслаждаться жизнью, и отдыхать, и в то же время работать. И я думаю, самые счастливые люди там. Да, они достаточно гостеприимны, плюс с их лесом. Но они реально, они молодцы, Да, они большие молодцы. И лес действительно, и работают, и плюс еще наслаждаются природой, и просто общаются, и энергия Земли напрямую, да, к ним приходит. А вы можете сейчас вспомнить какой-нибудь вот самый смешной запоминающийся момент из вашего обучения или вообще всех поездок с нами? Ну, самые смешные моменты именно на нашем обучении была всегда аналогию, когда я приводила с туалетами.
все группы абсолютно лежали от смеха, потому что когда мы сравнивали и когда мы знали, то есть пока показывали, как можно сделать вот эти санузлы более, в более такой хороший вид привести и в каком состоянии сейчас, всем было очень смешно, и каждый находил себя вот в этих аналогиях, каждый находил себя. И мне нравится, что в каждом из этих сел люди находили вот эту иронию, и они могли сами над собой посмеяться, и как бы никто не стеснялся этого. И вот, наверное, самое смешное было это вот аналогии с туалетами. Есть ли у вас какие-то советы для развития культурного туризма? Для развития культурного именно туризма, конечно, изучать местным побольше историю, побольше те места, в которые они сами своих туристов как бы ждут и отправляют, да, потому что достаточно часто мы сталкиваемся с тем, что хозяйка гостевого дома, она хочет у себя принимать гостей, туристов, но она сама не понимает, зачем именно в ее село, именно в этот район приезжают гости, для чего, чтобы что посмотреть, что увидеть, с чем это связано. То есть они примерно понимают, что у них что-то есть, но они сами не видели и не ощутили, через себя не пронесли все это. Да, есть те, которые понимают, но в то же время есть определенный, больший процент тех, кто не понимает, для чего гости именно к ним приезжают. Какую самую частую ошибку может совершить вот именно, скажем, местный житель, как, например, из наших сел, который никогда не встречался с туристами, при встрече с туристами, вот, скажем, впервые? Самая частая ошибка, когда наши, получается, слушатели, да, самая частая ошибка заключается в том, что наши путают гостей. То есть они стараются встретить так, как они умеют встречать гостей. То есть они встречают, как встречают своих друзей или родственников, или кудаларды. И как бы, когда ты встречаешь кыргыза, это огромная разница между тем, как когда ты встречаешь гостя, иностранного туриста. Да, то есть мы сами это наблюдали, когда мы приезжали, они накрывали огромные столы, и просто эти столы ломились от еды, да, и кто-то резал барана, если вы помните, да, и вот этот момент я всегда уделяла этому внимание и говорила, то, что да, даже если гости к вам начнут приезжать, барана резать не надо, и мясо подавать не обязательно, и именно вот устуканами, да, как у нас принято встречать гостей, потому что иностранный гость этого не поймет, а ты показываешь свое уважение этим самым. Но это уважение просто не оценится должным уровнем, но оценится совсем другое гостеприимство, если вы там подготовили чистое постельное белье, теплый дом, поставили чистый санузел, полотенце и так далее, и подали хороший, красивый завтрак. Этого достаточно, и это оценится. Но вот когда начинают, как кыргызов встречать, накрывают на стол и подают бешбармак, вот в этом большая разница. И, возможно, несколько советов для тех, кто хочет заниматься туризмом в Кыргызстане. С чего начать, куда идти? Со всем тем, что сейчас происходит, во-первых, с коронавирусом, во-вторых, с тем, насколько тут велико количество других турфирм. Как выбиться вперед, как вообще начать и как стать лучшим? Я считаю, чтобы стать лучшим, сперва нужно найти свою уникальность. В чем ты уникален? То есть чем ты отличаешься от других гостевых домов, да? У тебя должна быть какая-то такая своя изюминка, которая отличает тебя от других гостевых домов, от других туристических фирм и так далее, да? То есть ради чего к тебе будут приезжать твои гости? Какую-то легенду создать. У тебя должна быть очень интересная легенда, у тебя должна быть очень интересная история.
И ради этой истории, чтобы к тебе приезжали гости и говорили об этой истории, рассказывали другим. У нас очень люди любят легенды, и все гости иностранные любят легенды. И вообще, наверное, любой человек, как и в детстве, это же из детства, мы все любили сказки, рассказы. И в то же время даже взрослые люди, они любят истории. И поэтому вот найти свою уникальность, изюминку. Когда ты уникальный, когда ты даешь уникальный продукт, тогда тебе успех просто обеспечен. И тебе не нужно будет бороться в конкурентной борьбе, ты просто будешь отшлифовывать свое дело и делать это свое ремесло и быть самым лучшим в своем ремесле. И ради этого только к тебе будут приезжать гости. Есть ли уникальность у Kyrgyz Friends? И если да, то в чем она заключается? Уникальность Kyrgyz Friends заключается в том, что вы действительно отличаетесь от других организаций, от других проектов. А уникальность в том, что вы больше созидаете для развития. Если другие организации уже по протоптанной дорожке открывают какие-то определенные предприятия или объекты, то ваша уникальность заключается в том, что вы действительно создаете этот продукт, потом начинаете развивать. Это очень нелегкий путь, и это займет определенное время, пока люди привыкнут к этим продуктам. И я думаю, что вот эту уникальность нужно сохранить, нужно развивать, и успех обеспечен действительно будет, потому что мне очень нравится то, что помощь, она организованная именно Kyrgyz Friends для гостевых домов, она ощутима. Это не просто какие-то... Да, мы могли бы ездить и бесконечно читать тренинги, как мы делаем с другими организациями, и на это, да, действительно расходуется достаточно много денег. Но и в то же время, когда помощь идет какая-то ощутимая, когда ты видишь, что да, действительно, это Kyrgyz Friends сделал и памятник открыл, и указал места, и предоставил не только, допустим, строительство санузлов душевых там и так далее, но еще и кровати, еще и матрасы, еще и постельное белье. Конечно, где-то вы даете уже рыбку, но в то же время вы еще даете удочку, да, для того, чтобы этой удочкой дальше они могли ловить рыбку. Поэтому Алга, вообще вы супер. Спасибо большое. Блин, я смешная что-то вообще. Но я помню, они так ржали, когда я насчет туалетов начинала говорить. Да, они прям так все смеялись, они себе, я говорю, вот у нас обычно туалеты вот такие, и каждый находил себя в этом, и они смеялись. А вот так вот, чтобы прям какие-то казусные моменты, я не знаю, мне кажется, только в дороге что-то у нас происходило. Что было прям смешно? Вот это вот проблема, когда каждый ты раз мы ездили, а когда вот спрашиваешь напрямую, все забываешь. Вроде каждый раз ездили, вечно ржали. А о чем ржали? А что ржали-то? Лиза. Такие больше, наверное, моменты именно от каждой поездки, больше такие сердечные, наверное, моменты. Больше вот то, как мы останавливались на пикник, то, как мы, помнишь, пиццу ели на берегу озера, просто остановились, когда у нас ОРЗО было, и нам нужно было в этот момент, да, покушать, открыться, по дороге останавливались. Вот эти, они такие запоминающиеся, вроде такие незначительные моменты, но в то же время они, да, они вот прям вот здесь за сердечко, да, твое, прям очень чувственные такие тонкие моменты. Когда мы столько усилий, столько энергии провели на этом обучении, на тренинге, и на следующий день, когда мы спросили приготовить на завтрак фритату. И такие, фритата. И там одна женщина такая, фритата, ты говоришь мне? То есть мы столько времени все это показывали, рассказывали. И в итоге она такая, а что такое фритата? А что вчера было? А что вчера было? И мы такие говорим, лучше бы вы спросили, вы кто? Что вы здесь делаете?
Блин, вам надо было это сказать. У меня сейчас анекдоты. После налоговой мне ни один анекдот в голову не приходит. Если мать русских городов – это Москва, то кто тогда отец? Ленинград. Говорю, Питер, Ленинград. Кыргызстан. Хорошо. Можно ли считать пистолет, лежащий в холодильнике, холодным оружием? Нет, конечно. А какое это оружие? Слишком холодное. Замороженное. Замороженное. Куда дели земли после того, как вырыли метро? Блин. Килиманджаро. А я сказала, что Воробьевы горы отсыпали. Просто из ниоткуда. Ну, прикинь, Килиманджаро вести сколько. Ага. Кораблями, не кораблями. На ишаках, на лошадях, на паромах. через речку. Итак, наше интервью подошло к концу, и по традиции, как мы вам пообещали, в каждом интервью, в конце каждого интервью мы разыгрываем что-то, что может нам позволить разыграть наше интервью. Вера? Все, ништяк. Нормально. Нормально все. всё Точно нормально. разыграете, я же знаю. Просто человек врать не умеет, оказывается. Меня мама не так воспитывала. Разыграем интервью. Ой. Точно, честно разыграем. Отвечаю, разыграем. Дорогие друзья, как мы уже пообещали, то что в конце каждого интервью мы будем проводить розыгрыш. Итак, можете нам сказать, что мы разыгрываем сегодня? Сегодня мы разыгрываем билеты на премию, на церемонию награждения лучших ательеров, лучших рестораторов и лучших менеджеров банкетных залов и официантов. То есть на премию 10 декабря в Новотеле. Сколько мы билетов разыгрываем по итогам-то, ребят? 1? Итак, мы разыгрываем 2 билета с опцией +1. То есть, выиграв билет, вы сможете привезти с собой на церемонию Хорика Awards вашего друга. Поэтому условия простые, мы пишем в комментариях. Что мы пишем в комментариях? Церемония Хорика Awards обещает быть безумно интересной. Будет очень много крутых гостей. Также будут присутствовать и комики, и оперные певцы. Это действительно будет событием года, долгожданным событием этого года. Поэтому в комментариях мы пишем «Хочу на Хорика Awards», ставим лайки. Показываем это нашим друзьям и также обязательно подписываемся на Kyrgyz Friends. Очень скоро мы огласим результаты конкурса. Всем спасибо, всем до свидания.